Один из важнейших праздников для Гагаузии – 29-ю годовщину со дня создания автономии отметили в Камрате 23 декабря. В столице автономии прошло торжественное собрание Народного собрания Гагаузии, концерт с участием гагаузских исполнителей. А началось празднование с возложения цветов на аллее славы муниципия Камрат. В первую очередь хочу поздравить всех с этой знаменательной датой, потому что это наша часть Республики Молдова, где мы проживаем компактно и где мы развиваем культуру нашу. В первую очередь скажу так, что очень много изменилось в части культуры. В любом случае наши все обычаи, все, что есть, мы их как-то сохранили, как-то вовлекли молодежь в развитие культуры и спорта. Ну и Гагаузия, автономия развивается, что было, к примеру, даже те же 10 лет назад или 15, что сегодня тоже разница очень большая. Мы видим, как строятся заводы, фабрики, дороги, объездная появилась не только в Камрате, но сегодня вот проехал через Вул, конечно, и там мы видим уже. И самое главное, что мы должны быть в составе Республики Молдова, в единой стране, и заниматься, чуть меньше заниматься политикой. Мне кажется, это уже перебор немного этой политической всей. И надо больше уделять внимание к развитию, больше уделять тому, чтобы наши люди, жители, чтобы с удовольствием жили в своем родном краю. Потому что вот эта проблема, когда есть автономия, а людей очень мало в ней, вот это самая большая проблема. Мы все вместе должны сделать так, чтобы наши все жители, гагаузы, другие национальности, не имеют никакого значения, проживали у нас здесь в автономии. В солнечное и не по-декабрьски теплое субботнее утро в зале Камратского дома культуры было особенно многолюдно. Первым выступил спикер Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов. Он в своей речи подчеркнул, что жители автономии в неоплатном долгу перед участниками становления Гагаузии. Bütün yürekten isterim sizi hepsinizi kutlama Gagauzya'nın büyük örtüsünden. Bugün Gagauzya'da büyük bir örtü 29 yıl geri siz hepsiniz bilirsiniz Moldova parlamento kabul etti bir kanun anısına göre bugün hem de o günden ileri doğru bizim avtonomiya kondu bir sıraya. Hepsi autonomilerle, hepsi devletlerle bir sırada. Bu bizim bayraklara göre, bizim devlet nişanına göre hem de hepsi halkımızın hatırına Moldova, bizim Gagauzi hepsi dünyanın içinde daha iyi yollandılar bilmeye. Siz bilirsiniz çünkü ta Sovyet Birliği'nden o zaman hiç dahi bilmezdiler ki bu Gagauz hem nerede onlar bulunurlar. Bugünkü güne bizim Gagauzlar için iyi bilir. Çünkü bizim insan yetiştirir Gagauzlar için, iliştirir her yeri, hepsi dünyanın içinde. Kimiz biz, nasılız biz, nasıl bizim adetlerimiz var, nasıl bizim prensiplerimiz var, nice biz çalışıyoruz sizinle. Şimdi bugüne yetişince, siz bilirsiniz hani zor günler geçti bizim Gagauzya'nın içinde. Oldu çok bağırışlık, oldu çok savaşmak. Çünkü bilirsiniz hani bizim patriotlar toplanardılar beraber bizim yöndericilerle Respublikadan ne denerdiler bulma ucunu Gagauzya nasıl yoldan gitsin ileri doğru daha serbest, daha bağımsız olsun bulsunlar kendi yolunu. No, siz gördünüz hani bizim yöndericiler onlar hiç nasıl duvara uğurlardılar. Hiçbir şey istemediler yardım olsun. O zaman bizim yöndericiler, bizim deputatlar düşündüler öyle hani lazım kurma kendi devletimizi. O zaman siz bilirsiniz hani 4 yıl bugüneden bizde çalıştı bizim Respublikamız, Gagauz Respublikası. Çoğu dildi kayıl bu işe. Çoğu derdiler dil doğru yoldan gidersiniz. Lazım gitmeye buluşma, bir yerde anlaşma bizim Moldovanlarla, bizim göndericilerle Moldova'dan. Bizim aramızda da vardı insanlar. Söylerdiler, dil doğru yoldan gidersiniz. Lazım bulma orada. Çökme dizlerinize ama bulma hepsinin ucunu. Ama vakitler gösterdi. Hani bizim insan doğru gitti. Çünkü bakın bizim Avtonom Respublikası içine biz bir sayarız. Hepsi bilir. Hani bizde kuruldu bizim avtonomimiz. Башкан Гагаузии Евгения Гуцул отметила важность принятия закона об особом правовом статусе. Евгения Гуцул перечислила и ряд противоречивых моментов – систематический отбор полномочий и несоблюдение некоторых норм этого закона.
29 лет – это всего один миг в истории человечества и целая эпоха в масштабах жизни одного человека. За это время родилось, выросло и вступило во взрослую жизнь новое поколение граждан Республики Молдова. Многие из них почти ничего не знают о гагаузах и нашей автономии. А некоторые безответственные политики уже заявляют, что автономия – это ошибка. Мы будем защищать наш особый правовой статус и уже делаем это, опираясь, как и наши отцы-основатели, на наших внешних партнеров. 3 десятилетия назад мирный переговорный процесс стал возможен благодаря заступничеству и посредничеству Турецкой Республики. Поэтому свой первый официальный визит я совершила в Турцию по приглашению главы МИДа Турции господина Фидана. Господин министр заверил меня в том, что Турецкая Республика продолжит и далее поддерживать гагаузский народ и нашу автономию. Сегодня авторитет Турции еще более высок, чем 30 лет назад, и молдавские власти вынуждены считаться с позицией Анкары. Мы понимаем, что молдавские власти не заинтересованы в информировании международных структур и европейских чиновников об отсутствии диалога между Кишиневым и Камратом. Буквально на этой неделе я встретилась в Брюсселе с экспертами и журналистами ведущих изданий, освещающих события в Европейском парламенте. Мы рассчитываем на то, что официальный Брюссель услышит голос Гагаузии и станет более требовательным к молдавским властям, особенно в вопросах реформы юстиции, свободной политической конкуренции и свободы слова. Еще один политический урок, который мы обязаны выучить из нашей новейшей истории, это важность внутреннего единства в гагаузском обществе. Да, мы разные, и у нас могут отличаться мнения по многим вопросам, но мы должны быть едины, когда речь идет о будущем гагаузской автономии. В продолжении темы закрепления закона об особом правовом статусе Гагаузии высказался и депутат Народного собрания Гагаузии Леонид Киося. Образование гагаузской автономии. Хочу всех поздравить, всем пожелать здоровья, терпения, мира. И мы обязаны справиться с трудностями, сохранить и защитить народ Гагаузии. Экс-глава Гагаузии Ирина Влах в своей речи отметила, что каждая годовщина образования автономии – это повод делать выводы и составить новые планы, которые должны помочь сосредоточить всю энергию, время и ресурсы на приоритетах. Нашей автономии сегодня исполняется 29 лет. Это возраст зрелости, когда уже должно быть понимание, в каком направлении нужно развиваться. Это возраст, когда нужно ставить непростые вопросы о своем будущем и уметь честно на них отвечать. Какое будущее ждет гагаузскую автономию? Правильнее даже сказать так. Какое будущее строим мы для Гагаузии? Как человек является хозяином своей судьбы, так и автономия и ее народ через своих лидеров строит свое будущее. Открытость ко всем, дети, как главная ценность, инвестиции в образование, развитие родного языка и культуры, уважение к языкам других народов. Такой образ Гагаузии на протяжении многих лет вдохновлял меня в моей работе, определял мои решения и действия. И я уверена, что каждый из вас тоже хочет, чтобы Гагаузия процветала, чтобы на улицах звучали детские голоса, чтобы каждая семья жила в мире и достатке. Пусть такой образ Гагаузии будет ориентиром в нашей повседневной жизни. Как мы воспитываем детей и заботимся о родителях, как общаемся друг с другом, какие решения принимаем на выборах, на этих принципах и поступках создается наше будущее как общество. Kutlarım bu doğma gününden, Gagauzyan doğma günüsünden. Çünkü 1994 yılda
dekabrın 23'ünde biz kabul ettik, Halez bizim devleti. Biz Gagavuzlar biliriz, hani bizim var yerimiz, Gagavuz yerimiz. Da bu yerde biz yaşarız, hem savaşırız, kalkınma, büyütme uşakları, ihtiyarlarız, burada da kalırız. Onun için saygılı Marina, o zaman bizim babalar kim kurdu bu Gagauzi, onların fikrinde vardı. Hani adım adım, yavaş yavaş getirmeye bizim Gagauzi ori, yani bizim dedeler onu her yıl götürüyorlar. Burada tayları kuraktı, bir şey yoktu. Yavaş yavaş oldu, evler, ekildi fidanlar. Da siz görüyorsunuz ne güzellik var. 29 yılın içinde vardı çok hayırsız da kötü sayfalar. Ama ben isteyeyim söylemeye ama hani biz burada varız. Da bu çok büyük bir iş. Bizi bastırıyorlar Kişinöv taraftan. Ama ben isteyeyim size söylemeye hani Gagavuz'a öyle bir kavi bir halk. Ne zaman onları bastırıyorlar, onlar daha çok toplanıyorlar bir imruka dene. Onun için bende ne mesaj var bize halka? Pahalı bizim vatandaşlar. Biz Gagavuzlar gösterdik hani bizim ruhumuz, bizim kodulluğumuz hep bir yüksek kurda bulunur. Açan biz beraberyiz, birlikteyiz. Ben size isterim teklif etmeye. Bizim meydana, halk topluluğunun önünde, İspalkomun önünde olun hep bir yöndericilerle bir yolda. Açan biz olacağız bizim yöndericilerle, halk topluluğundan, bakanlık komitetinden bir yoldan o zaman halk yürüyecek, halk gidecek ileri. GRT'da var öyle bir güzel bir at, öyle bir güzel bir lafçaz. Hani ben onu çok sevinirim, benim yüreğimde var. Halkla bile bir yoldan gidiyoruz. Onun için biz halkla bile lazım gitmeye bir yoldan. Празднование 29-летия со дня принятия закона ознаменовалось не только официальными выступлениями и речами, но и культурными мероприятиями. Концерт с участием гагаузских исполнителей создал атмосферу праздника и позволил жителям региона насладиться музыкой, отражающей богатство и многообразие гагаузской культуры.
Поздравляю весь гагаузский народ с этим замечательным праздником 29-й годовщины образования гагаузской автономии. Желаю всем здоровья, счастья, успехов, всего благополучия, мира и добра. Я тоже был у истоков становления Гагаузии. То есть сегодня, конечно, пытаются упростить нашу Гагаузию, но я думаю, что время вытерпит все и расставит на свои места в очень скором будущем. Желаю процветания, какой курс Гагаузия взяла, развитие, экономика, культура, чтобы так и продолжала. Gagavuz halkı çok onurlu, çok dürüst, benim gözlemlediğim ve duyduğum. Onlarla onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Buraya ayak bastığım için çok mutluyum. Kendi evimde gibi hissettim her zaman. Umarım Gagavuzya daha da kalkınır ekonomik olarak. Хочу пожелать мира, добра, и пусть все будут едины и дружны со всеми народами. Я хочу, чтобы мои дети здесь росли, и я думаю, что они будут счастливы, потому что здесь, по моему мнению, здесь самая дружная и самая мирная часть земли, которая на данный момент есть. Сегодня радует все, что у нас есть. Что у нас функционируют все школы, что у нас есть социальные проекты, которые поддерживают как студентов, как дошкольного учреждения. Также радует то, что есть социальные пособия по помощи пенсионерам, инвалидам. Никто в нашей автономии не остается по социальным условиям без внимания. Конечно, хочется в этот день поздравить всех жителей автономии с таким великим праздником и пожелать, конечно, дальнейшего процветания, экономического развития, культурных и увеселительных мероприятий, и чтобы все было в Гагаузии прекрасно и жилось людям легче. Подводя итоги торжественного мероприятия, можно сказать, что 29 лет со дня принятия закона об особом правовом статусе Гагаузии стали символом сильной и независимой автономии. Этот день не только отмечает исторический момент, но и подчеркивает роль Гагаузии в обеспечении своего уникального статуса в рамках Республики Молдова.